истекли где-то 80 лет более-менее нормального существования по тем правилам и законам, которые были заложены после победы демократической, скажем так, все-таки коалиции в 1945 году. Так вот, насчет ошибки сразу хочу сказать, ошибся американский электорат, выбрав такого президента. Путину доверять нельзя, и уже всем давным-давно понятно, чего добивается Путин. Притом он это не скрывает, потому что после него если мне не изменяет память, в 2007 году, в марте или феврале, не помню, в Мюнхене, он объявил на конференции по международной безопасности, объявил Западу, по сути дела, войну. Вот и все. И ждать от Путина ничего хорошего нельзя. Притом для меня, и не только для меня, Путин и Трамп, они во многом представляют не темные силы, или, как сейчас принято говорить, силы зла. Я хочу просто чуть-чуть процитировать и вспомнить, я недавно пост написал на эту тему. 16 марта в Петербурге засудили на 16 лет замечательного человека Александра Скобова. Его и советская власть преследовала, и он подвергался так называемой принудительной медицине, этой психиатрической, карательной медицине. Арестовывала его советская власть. Сейчас ему уже почти скоро 70, 67 лет, 16 лет получил. Учитывая, что он больной, это смертный приговор. Он открыто выступает против Путина, против фашистской России. И я что хочу сказать, к чему я вспомнил. Последнее слово подсудимого, он сказал, что сейчас в Соединенных Штатах к Америке пришли руководители с фашистской ценностной ориентацией. И более того, он сказал, два мерзавца, один кремлевский, один вашингтонский, уничтожают тот мировой порядок, который был заложен после Второй мировой войны. Вот. Поэтому я ничего хорошего не жду, не будет ничего рождественского. И пасхального. И пасхального, да, Танюша. Ничего не будет хорошего. И после пасхального перемирия тоже не ожидаете, да? Абсолютно. И что я хочу сказать, что не только на мой взгляд, мне кажется, Трамп уже понял, что 24 часа со дня его занятия президентской должности, 24 часа уже прошло по всем подсчетам, восточным, европейским, южным, северным, азиатским, африканским. 24 часа прошло, что-то война продолжается. А то, что будет, и если будет продолжаться, она будет продолжаться война, то во всем будет виновата Украина. Как же сказал Трамп, что ему сказали, что вышла ошибка. Я еще раз подчеркну, ошибка вышла у американского электората. Он кому угодно будет верить, это человек, которого, даже если он по каким-то причинам срочно прозреет и заставит Путина под угрозами отключения от всего, и вот он сейчас закончит войну, я считаю, что это беда для Америки, и учитывая, что Америка за него второй раз проголосовала, это внушает мне такие пессимистические мысли. Вот, что же будет дальше и в какую сторону двигаться человечество, хотя, как вы помните, я сказал, маятник качнулся в другую сторону.